сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия. Но прежде всего я хочу извиниться перед вами, уважаемые коллеги, за задержку. Это связано с тем, что я сейчас был в Народном Хурале, там подписывал документы, передавал их Калашнику Марку Владимировичу и Гайбееву Аюру Вячеславовичу по командировке главы Москвы. Это касается как раз тоже одного из наших инвестиционных проектов, который реализуется в Республике Бурятия с 2013 года. Но тема заявлена как обеспечение инвестиционной привлекательности, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и формирование инвестиционной привлекательности Республики Бурятия, муниципального образования, муниципального поселения. Прежде всего, хотелось бы сказать, что инвестиции – это один из важнейших индикаторов развития любого субъекта, маленького, большого, территориально большого или маленького. Например, в Китае объем привлеченных инвестиций является одним из наиболее показательных и важных индикаторов степени развития субъекта. Муниципальное образование там разницы нет. У нас индикативный план предполагает выполнение ряда показателей, в том числе касаемых социального развития, экономического развития, показателей финансовой эффективности. Вы сами прекрасно знаете, там есть налоговые, неналоговые, количество трудных рабочих мест и так далее. Но, честно говоря, особого опыта, долго рассказывать часами особого опыта нет, но постараюсь. Мой доклад будет связан с тем, как в Республике Бурятия формируется, что окружает инвестиционную активность предпринимателей, предприятий и так далее, что мы сделали, на что нужно обращать внимание и так далее. Поэтому я свой рассказ начну с того, что в Республике Бурятия за последние несколько лет было реализовано какое-то количество проектов. Самое важное в агропромышленном комплексе является показатели обеспеченности собственными продуктами питания. У нас есть продовольственный баланс. На данный момент он составляет по мясу, мы производим порядка 43 тысяч тонн мяса и мясопродуктов, здесь в любом виде. При потреблении 65, получается уровень обеспеченности 66%. Молоко и молочные продукты мы потребляем 252, производится 204. Яйцо порядка 200 миллионов штук потребляется, и мы производим в общей сложности порядка 80 миллионов яиц. Картофеля потребляется порядка 100 тысяч тонн, по производству 130. Но в этом году небывалый рост картофеля и овощей. Мы произвели гораздо больше, чем требовалось, чем было запланировано. Было запланировано порядка 150 тысяч тонн картофеля, но мы этот уровень перевыполнили с лихвой. И также овощей, в данном случае овощи закрытый грунт, у нас объем потребления 64 тысячи тонн и объем производства порядка 55 тысяч тонн. Здесь нужно выделить, что есть овощи закрытого грунта и открытого грунта. В данном случае здесь открытый грунт. По показателям инвестиционной активности. За период программы социально-экономического развития 2011-2015 годы у нас объем инвестиций в агропромышленный комплекс составлял в 2011 году 1 миллиард 119 миллионов рублей, во втором 2012 год миллиард 65 миллионов, 2013 год 1,5 миллиарда рублей, 2014 год 800 миллионов и 2015 год 352 миллиона рублей. Причинами на снижение объемов инвестиций в агропромышленный комплекс послужили, были связаны со следующими причинами. Это общая экономическая ситуация, которая у нас продолжается, начиная с 2014 и 2015 год, это кризисное явление. Это снижение объемов кредитования отрасли АПК и вообще в целом снижение объемов кредитования и строительства, и других направлений. Банки
неохотно кредитуют проекты инвесторов, реальный сектор экономики. Также рост курсов иностранной валюты. Если до кризиса курс доллара составлял 30, 35, 40 рублей за доллар или евро, сейчас, вы знаете, 65-70 рублей за 65 за доллар и 70 рублей за евро. Также снижение объемов инвестиций в агропромышленный комплекс послужило то, что у людей, у населения снизились реальные доходы, и поэтому население переходит в эконом-сегмент. При потреблении продуктов питания они покупают более сравнительно экономные варианты, что подешевле и так далее. Также на снижение повлияли это ввод эмбарго на импортозамещение и направление на импортозамещение. Также рост требований к заемщикам. Банки необоснованно, зачастую порой поднимают процентные ставки по действующим кредитам. У нас есть такие примеры, когда кредит был получен в 2011, 2012, 2013 годах, но в связи с кризисными такими общими экономическими явлениями банки подняли на 1, на полпроцента поднимали процентные ставки уже по действующим кредитам. И по данному индикатору у нас, данный индикатор вы прекрасно знаете, что он исчисляется из данных, поданных в Бурятстат. Бурятстат подается форму P2, которую заполняют предприятия средние и крупные предприятия. У нас многие предприятия за эти годы, они из разряда средних, они просто перешли в разряд малых предприятий, такие как Гарантия 2 или там Буян и так далее. Если раньше они подавали отчеты по P2, то сейчас они это не подают. У нас в Республике Бурятия сейчас подают отчеты P2 порядка 20 предприятий. Большая часть, где-то процентов 60 это пищевые предприятия, 40% это сельхозорганизации, которые относятся к крупным и средним. Говоря о реализации инвестиционных проектов за период действия программы СЭР, мы говорим о том, что были в сельском хозяйстве реализованы, пожалуй, наибольшее количество инвестиционных проектов, которые было реализовано в Республике Бурятия. У нас заключено большее количество инвестиционных соглашений и, реализовано проектов. Одним из крупных проектов, вы все знаете, это создание на территории Республики Бурятия агропромышленного комплекса по производству и первичной переработке мяса свинины, АО «Восточно-Сибирский». Срок реализации с 2011 года, объем инвестиций 3,7 миллиардов рублей. Предприятие сейчас вышло на полную производственную мощность, на предприятии работает 531 человек. Объем поступления в бюджет на данный момент 355 миллионов рублей. Можно перебивать? Вы рассказываете информацию о развитии ситуации в сельском хозяйстве и так далее, да? О мерах поддержки непосредственно нашим селянам, фермерам и по программе устойчивого развития сельских территорий. Тоже есть? Более практическое нам, более интересное. Хорошо. Сразу к ней перейти, если можно. Хорошо. Я вкратце, здесь первые слайды, это как раз примеры проектов. Строительство нового корпуса птицефабрики Улан-Удэнская, тоже был проект реализован, 60 миллионов штук объем нынешнего производства, объем инвестиций 40 миллионов рублей. Следующий проект это техническое перевооружение АО «Малого Бурятии», 509 миллионов рублей объем инвестиций. Предприятие, на данный момент там небольшие сложности, связанные с курсом долларов и так далее. Также была модернизация Улан-Удэнского мясокомбината, объем инвестиций 1,8 миллиардов рублей, тоже проект реализован. Было создано предприятие по переработке рыбы «Рыбзаводбайкал» в Волгенском районе, работает 180 миллионов рублей объем инвестиций. Гарантия 2, которая провела проект по размещению, производству, хранению, переработке картофеля и овощей с внедрением высокотехнологических, оборудования и технологий. Были построены овощехранилища здорового питания в Мухоршибирском районе.
овощехранилище СПК, ООО «Агролидер», и произведено увеличение объема производства картофеля и овощей и в Волгинском районе. Малые предприятия, малые проекты, которые тоже были реализованы, это создана хлебопекарня ИП Хамаганова в Заигральском районе, который на данный момент охватывает большую часть района хлебобулочными изделиями и так далее. И мы видим, что в результате реализации данных проектов у нас показатели по производству продукции увеличились. Реализуются сейчас крупные проекты, уже который год, это строительство птицеводческого комплекса в Кабанском районе, развитие мясного скотоводства, я говорю про крупные, Буян в Джидинском районе. Вот, говоря про инфраструктуру инвестиций, мы говорим о том, что в Республике Бурятия вокруг инвестиций в ВПК работает несколько таких организаций, в том числе и Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, Министерство экономики Республики Бурятия, Министерство промышленности и торговли, информационно-металлургический центр сельских территорий, Фонд регионального развития, Фонд поддержки малого предпринимательства, Гарантийный фонд Бурятии, банки, лизинговые компании, страховые компании. Это все инфраструктура инвестиций в АПК. Поэтому по поводу мер государственной поддержки именно проектов и именно Министерства сельского хозяйства, Леонид Николаевич, говоря про поддержку Министерства сельского хозяйства, нужно отметить, что на данный момент у нас с 2017 года проводится смена и замена мер господдержки. Если раньше было достаточно много направлений, порядка 30, то сейчас направления уменьшились до 7. При этом сохранены меры поддержки по начинающим фермерам, по семейным животноводческим фермам, по СПОКам, сельхозкооперативам, по процентам, по кредитам. Введена новая мера господдержки по капексам, это прямые понесенные затраты. И остальные касаемые содержания по направлениям растениеводства, животноводства, они объединены в единую субсидию. Как на данный момент будет осуществляться и передаваться данные средства в мер господдержки, пока нет ясности ни на федеральном уровне и ни на региональном уровне. Но что касается процентов по кредитам, на данный момент мы были в Москве на российской агропромышленной неделе. Ткачев говорил о том, что с 2017 года есть поручение и цель переложить на банки уплату процентов по кредиту, а на самом сельхозпроизводителе оставить только 5%. Если раньше было, допустим, процентная ставка 12, 15, 17%, мы субсидировали мы субсидировали ставку рефинансирования 11%, 6-7% получалось на сельхозпроизводителя. Но сельхозпроизводитель должен был выплатить всю сумму, 19% условно говоря, да? А потом может компенсировать ставку рефинансирования 11%. То сейчас нет необходимости полностью выплачивать, что, естественно, удобнее и привлекательно для производителей. Например, предприятие получило кредит 3 миллиона рублей, он платит ежемесячно 100 тысяч рублей, который включает в себя 11% это ставка рефинансирования, и пусть будет 5% это сверху ставка рефинансирования. То есть он платит 100 тысяч. Если мы возьмем одну треть, это 60 тысяч рублей, это ставка рефинансирования, которая будет возвращена, а 40 тысяч рублей это та, которую он сам уплачивает, да, субъект. И сейчас не надо платить 100, сейчас заплатил 40. Что, конечно, зачастую предприятие собирает, копит, чтобы потом компенсировать. Заплатил 40 и все, и 60 тысяч заплатит банк, точнее банк заплатит Министерство сельского хозяйства. Что касается направления поддержки прямых понесенных затрат. Суть данной поддержки заключается в том, что
предприятия могут компенсировать 20-25% прямых понесенных затрат, от создания и модернизации объектов АПК. Сюда включаются затраты на строительство, модернизацию, оснащение оборудованием, подведение инфраструктуры, дороги и так далее, которые можно компенсировать. Раньше таких мер господдержки не было. Раньше мы компенсировали, что уже есть, что уже имеет стоимость. Оборудование, скот, техника и так далее. А то, что связано с созданием стоимости, со стройкой, вот мы же не знаем, сколько стоит, допустим, одна теплица. Она может быть и 100 миллионов, да, она может быть и 150 миллионов. Поэтому сейчас уже второй год получается, оказывается поддержка по компенсации прямых понесенных затрат. В данные меры господдержки предоставляются субсидии по направлениям строительства тепличных комплексов, овощехранилищ, оптово-распределительных центров, селекционных центров и так далее. Для нашей республики, конечно, привлекательны это овощехранилища и тепличные комплексы. Но требования Министерства сельского хозяйства, они достаточно высокие. Там при модернизации тепличного комплекса от 1 гектара, такие проекты могут участвовать в комплексе, при создании тепличного комплекса от 3 гектаров, или при создании овощехранилищ от 10 тысяч тонн хранения овощей или картофеля. Нами были направлены письма в Министерство сельского хозяйства о том, что мало таких проектов, и по России тоже не так много, которые могли бы соответствовать данным критериям. И Министерство сельского хозяйства, получив наши предложения, они взяли во внимание, по крайней мере по овощехранилищам, там сказали, что будут пересматривать, потому что обращений по России очень много. Что нужно сделать? В данном случае нужно подтвердить стоимость данного объекта, суммы затрат, сметной стоимостью, экспертизой, и после строительства можно субсидировать. Процесс сложный, мы сами понимаем. Мы по данному направлению заявляли одно овощехранилище, но пока субсидии мы не получили. Но что есть, какие правила задает нам Министерство сельского хозяйства, в рамках таких правил мы работаем. Что касается сохранившихся направлений по поддержке начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм и СПОКов, данные программы, они работают уже который год. Основными отличиями данных программ является, что господдержка предоставляется в виде грантов, грантовая поддержка на начинающих фермеров от 1,5 миллионов рублей до 3 миллионов рублей, чем мы призываем глав районов, муниципальных поселений, чтобы охват был наиболее большим. Это наиболее такое востребованное у крестьянско-фермерских хозяйств направление господдержки, когда начинающий фермер может обратиться за грантом, написав проект на создание или развитие крестьянско-фермерского хозяйства и получить, средства господдержки. Сумма 1,5 миллиона. В этом году для молочного направления 3 миллиона. Такое предложение у Министерства сельского хозяйства Российской Федерации есть. Семейные животноводческие фермы – это также грантовая поддержка, которая предоставляется уже действующим крестьянско-фермерским хозяйствам, которые хотят расширить свое производство. Здесь приоритетом является молочное направление. Здесь сумма грантов может быть больше, от 6 до 10 миллионов рублей. Тоже востребованная мера господдержки. Соотношение собственных и заемных средств должно быть 40% собственных, 60% средств субсидий Министерства сельского хозяйства. Но по первому направлению, по крестьянским фермерским хозяйствам, там получается не менее 10% собственных средств. И третье направление меры поддержки по развитию сельхозкооперации. Для СПОКов, действующих СПОКов, также предусматриваются субсидии в виде грантов на развитие деятельности СПОКов, которые могут быть направлены на организацию сбора, переработки и реализации сельхозпродукции.
Здесь включается оборудование, ремонт, оснащение помещений, может быть оборудование там, по хранению, по переработке, допустим, молока, транспортировки и так далее. Данные 3 направления проводятся в виде конкурсов. Конкурсы объявляются с апреля каждого года. Вот, в 2017 году конкурсы по грантам, грантовые начинающий фермер, семейные животноводческие фермы и споки будет объявлено. Ну, хотелось бы отметить, что у нас есть отдел развития сельских территорий, Светлана Ивановна Кобылка, начальник отдела, они реализуют данную программу уже который год, они в полном объеме всю имеющуюся информацию, памятки и так далее могут вам раздать. Если будут вопросы, я готов на вопросы по данным направлениям рассказать. Что касается следующих направлений инфраструктуры, инвестиций агропромышленного комплекса, хотелось бы отметить, остановиться на мерах поддержки, которые предоставляются в рамках 868 закона о господдержке инвестиционной деятельности на территории Республики Бурятия. На слайде здесь предоставляется мера господдержки в виде налоговых льгот и по налогу на имущество, по налогу на прибыль, предоставляются инвестиционно-налоговые кредиты, также предоставляется господдержки в форме государственной гарантии Республики Бурятия, предоставление бюджетных инвестиций, предоставление субсидий по кредитам. Если по Министерству сельского хозяйства субсидируется ставка рефинансирования в полном объеме, то здесь из Республики Бурятия можно получить субсидию, в том числе там, и на другие направления, и на переработку, в виде 3/4 ставки рефинансирования. Также есть направление по передаче республиканского имущества в аренду или там, на разных условиях. И есть большое направление по сформированию реестра инвестиционных площадок муниципальных образований Республики Бурятия, которое размещается на сайте investburyatia.ru, где и мы, и Министерство сельского хозяйства, и Министерство экономики и промышленности, общаясь, предлагая данные площадки для инвесторов, мы предлагаем совместные проекты, ну, либо предлагаем вашей территории инвестиционные площадки, которые находятся в районах, для привлечения туда инвесторов и инвестиций. И еще есть такое направление, которое тоже уже на который год реализуется в Республике Бурятия, это сопровождение инвестиционных проектов по принципу одного окна. Когда субъект может обратиться либо в министерство, либо в фонд поддержки малого предпринимательства, это по проектам малым, по крупным проектам фонд регионального развития, и специалисты готовы начать сопровождение проекта, начинают работы с банками, кредитными учреждениями, разрешительными органами власти по оценке емкости рынка, по рынкам сбыта, по кредитованию, по поручительствам, по решению земельных вопросов, по получениям разрешения на строительство, по санитарным Роспотребнадзорам и так далее, и так далее. У нас разработаны дорожные карты, которые позволяют примерно видеть картину и список мероприятий, которые необходимо будет реализовать инвестору при своей деятельности. Но здесь в моем предложении здесь указаны еще действующие меры господдержки Министерства промышленности и торговли Республики Бурятия в рамках постановления 249. Также оказывается поддержка, вот я говорил, что через 868 проценты по кредитам. Здесь есть первоначальные субсидии на лизинговые платежи, когда предприниматель может обратиться в Минпромторг и, уплатив первоначальный взнос, может его субсидировать. По аренде выставочных площадей, по аренде торговых площадей, по сертификации, по внедрению оборудования по энергоэффективности, по выставочной деятельности, по подключению к сетям и так далее. Вот, перечень мер господдержки Минпромторга тоже достаточно широкий, и он применим к субъектам среднего и малого предпринимательства. Следующим направлением, которое есть в инфраструктуре инвестиций, это работа информационно-металлургического центра, который
готов оказывать и оказывает услуги по разработке бизнес-планов, по налогообложению, по бухгалтерскому учету, по разработке технико-экономических обоснований, по проведению маркетинговых исследований, по проведению выставок, ярмарок, семинаров, тренингов и так далее. Также они могут оказывать, и оказывают услуги по консультации по земельным отношениям, по межеванию, кадастровым работам, регистрации права собственности на объекты и так далее. Говоря про фонд регионального развития, тот тоже является субъектом нашего сотрудничества. Необходимо отметить, что фонд регионального развития учрежден правительством Республики Бурятия. Он оказывает, я уже говорил, он оказывает содействие в реализации проектов. У него есть весь набор инвестиционных площадок, есть переведенные на разные языки, на китайский, там, немецкий, английский инвестиционные предложения, которые он от лица правительства Республики Бурятия доводит до потенциальных инвесторов, выезжает на различные мероприятия, форумы, выставки, там, ярмарки, деловые какие-то совещания в Китае, в Маньчжурии, в Пекин, в Пхукхато, там, в Москву, в Дальний Восток и так далее, где представляет инвестиционный потенциал Республики Бурятия. Эти поездки бывают и в составе, совместно с Александром Евгеньевичем Чепиком или нашим министром и руководителем заместителем правительства Dabой Залсаншажиевичем Чириповым, где мы совместно проводим мероприятия по представлению нашего потенциала и рассказам о том, чем привлекательна все-таки Республика Бурятия. В данных направлениях, на мой взгляд, наиболее перспективными является, конечно же, это агропромышленный комплекс и развитие экономики, в частности, туризма, промышленности и так далее. Время и какой эффект от этих поездок фонд, куда, в какие территории, какие муниципалитеты привлек? Есть какие-то примеры? Поэтому по поводу поездок и сопровождению с участием фонда и Министерства сельского хозяйства и продовольствия были заключены соглашения с компанией Сайкисин, например, в Пхукхато, по внедрению созданию селекционного центра. Мы выезжали, и фонд выезжал, у нас есть соглашение, Буян готов работать. Есть проекты, которые сейчас, например, мы можем сказать Байкал Сельхоз. Байкал Сельхоз это китайская компания, которая в Кабанском районе занимается созданием тепличного комплекса, там небольшие тепличные комплексы площадью 800 тысяч квадратных метров. Есть у фонда проекты, которые создают по постройке были. По нашему направлению у нас есть проекты и в Тарбагатайском районе, энергия Бурятии по тепличным комплексам, и, как я уже сказал, по Кабанскому району. Также есть проекты опять же, по тепличному направлению в городе Улан-Удэ. Процесс привлечения инвесторов, он такой достаточно непростой, который, у нас, могу сказать, что, допустим, по сотрудничеству с Китайской Народной Республикой, китайцы заключили соглашение на правительственном уровне с Красноярской краем, Омской областью, Алтайским краем и так далее. Есть примеры заключенных соглашений с Татарстаном на создание больших кластеров и так далее. Но проекты движутся очень медленно. Здесь связано и с, расторопностью людей, реальных проектов. У нас на территории Республики Бурятия 4-5 по направлениям. Быстро говоря про другие направления, это гарантийный фонд Бурятии, поручительство, фонд поддержки малого предпринимательства, займы и микрозаймы, кредитование Сбербанк, Россельхозбанк. Есть
программа 1044, 1055, которая направлена на поддержку и инвестиционных проектов как раз в кризисное время. На федеральном уровне разработаны это программа для, когда не финансируют банки, выбираются банки, которые по программам там, МСП или вот 1044, которые под специальный льготный процент кредитуют важные проекты. Лизинговые операции. Здесь, знаете, можно получить объекты лизинга с удорожанием от 8 до 6%, первоначальным взносом 7-30% и пользоваться оборудованием, техникой и так далее. Но здесь указан, на слайде указан перечень действующих инвестиционных площадок Республики Бурятия, которые размещены на сайте. Вместе с тем можно отметить, что есть инвестиционный портал Республики Бурятия, внедрен региональный инвестиционный стандарт Республики Бурятия, есть национальный рейтинг, есть стандарты развития конкуренции, есть муниципальные стандарты, есть тоже Министерством экономики, есть нормативные документы по инвестиционному климату. Также есть инвестиционные порталы, инвестиционные проекты муниципальных образований. Для вас могу сказать, что очень важно было бы для привлечения инвесторов уделять внимание тому, как вы делаете свои предложения инвестиционные. Вот есть пример, я сейчас покажу, Ходинского района, который в прошлом году делал свою презентацию, где вот здесь нет. С той стороны. Здесь очень хорошо представлены потенциал, география, кто занимается, что предлагаете, примерно определена оценка, наличие инфраструктуры и так далее, которые мы предлагаем для инвесторов, вы сами предлагаете инвесторам, и это делает диалог между вами и потенциальными инвесторами гораздо проще и понятнее. Можно вопрос? Вот, допустим, на примере Ходинского района, да, вот, какие инвестплощадки именно этот район предлагает? Ну, кроме как угольных разрезов. Ну, там есть площадки по созданию СТО вот, на дороге, там есть эти площадки по созданию овцеводческих стоянок, которые в результате вот этой его деятельности были освоены. У нас есть новый там агрохолдинг, который 2 стоянки там создал. Для того, чтобы люди вот к нам обращаются, вот мы хотели бы тем направлением. И надо, чтобы люди видели, чтобы информация о вас была. Ликероводочное производство, о котором мы сейчас говорим, тоже. Люди ходят по городу, не могут найти себе помещение. Когда все собрано, когда есть понятные схемы, помещения, описания и так далее, то это экономия времени и гораздо быстрее и потери, и день в плане финансов. Еще вопрос-ответы? Давайте вопрос-ответы. А есть ограничения в субсидии, по грантам, вернее, начинающих фермеров? Вот, к примеру, я готовлю 30 человек от района в этом году на грант. А сколько человек из них получит грант? Ну, здесь единственное ограничение — это наличие денег в 2017 году. По опыту прошлых лет у нас проходило порядка 60 победителей по начинающим фермам по всей республике. Получается, что 4-5 максимум на один район. И в случае подачи заявок от районов очень важно, чтобы глава района и само поселение они показывали свою заинтересованность и работоспособность этих участников. Наша комиссия, она смотрит на то, как разницы нету, все как бы одинаковые, они же не знают, что там есть, как он работает, как пользуется и так далее. 4-5, но
текущем году на начинающих фермеров сколько в бюджете было заложено, сколько смотрели? И на будущее пока и заявка. Ну вот и мы считаем, 60 было. это 60 миллионов, извиняюсь, 60 миллионов было, да, 60 участников. Получается по 1,5 миллиона, это где-то по 1,5, это 75 миллионов рублей, ну, если 50. 50. Ага. Поэтому программа начинающих фермеров, она очень популярная. Со следующего года и даже с этого года, если есть заинтересован, нужно готовиться, собирать им документы и так далее. Да, еще вопросы? Конечно, наверное, интересно, если она без А прием заявок какого времени? Прием заявок, после это права для всех одинаковые, поэтому делается публикация, в течение месяца собираются документы, это апрель Апрель. Но в бюджете это заложено сумма, нет? заложено. Еще вопросы? Поэтому по устойчивому развитию сельских территорий что-то будет. Вчера нам Николай Николаевич Сараев рассказывал, что ТОСы могут участвовать в ваших конкурсах по дворовым детским спортивным площадкам и так далее. Возможно такое или нет? Как некоммерческая организация, либо же там администрация поселения может участвовать. Вы в курсе? Я вот по этим ТОСам, там, по плоскостным сооружениям и так далее не могу ничего сказать, потому что это напрямую вот, вопрос Кобылкина Светланы Ивановны. Это немножко в стороне это инвестиции, это благоустройство и развитие сельских территорий, да. Это и ФАПы, и там, я знаю, что заявки должны быть от соответствующих ведомств, есть деньги, которые там на протяжении нескольких лет осваиваются и так далее. ТОС тоже программа, это программа поддержки сельских инициатив, когда выделяется тоже в виде гранта определенная сумма. Ну там условия надо это просто у Кобылкина. Да, еще вопросы? Но вообще какая-то сумма она предусмотрена. Информация противоречивая, сказали на 2017 год республика как бы не будет предусматривать средства в своем бюджете вот, по этой программе. Почему? Ну, ввиду отсутствия средств. Устойчивому развитию? Да, да. Тут все-таки это слова Павлова, поэтому Владимир Анатольевич, все-таки будет или не будет? Вы имеете в виду начинающие фермеры? Нет, вообще устойчивое развитие сельских территорий. Но у нас информация следующая, по крайней мере у меня. В программе у нас заложены деньги в объеме таком же, как и в прошлом году. Плюс к этому добавлено еще 20 миллионов рублей. Порядка 290 миллионов рублей в республиканском бюджете у нас заложено. Такого, чтобы не заложить, такого нет и не может быть. Нет, по крайней мере, вы, может, предложение подали, но вот он главам районов это объявил, что на 17-й год, наверное, не будет, он так сказал. А федерация планирует, да, продолжать? Но мы участвуем в федеральных программах. Вот, сейчас у нас специалисты Кобылкина, сейчас она просто в Москве. Да, Вот она, она. если бюджет республики не запланирует, то федерация, соответственно, не направляет. Конечно. Если мы правительство софинансируем. Но в таком случае, конечно, мы, республика всегда старается хотя бы копеечку показать там, чтобы оттуда хотя бы рубль вытащить. Так, телефоны ваш и Кобылкины тогда. Диктуйте, пожалуйста. Чтобы уточнять. Так, в общем, мой телефон, рабочий телефон 55 30 06. Нам Сараев Дамин Батужаргалович. Мобильный телефон 8 9021 66 57 70. 66, 57 70. 56 или 66? 66. Еще раз, 66. 66 57 70. Телефон Кобылкиной. Я отдел, я не помню ее телефон городской, 44 10 64, это ее отдел. Кобылкина Светлана Ивановна. 10 64. Мобильный с ее позволения. 10 64. Мобильный 8 924 399 50 38.
да, у нас семинар для вновь избранных глав как поселений, так и районов. На сегодняшний день у нас глава Табанского района, Школьник Алексей Анатольевич, Алексей Иван Александрович, Тункинский район, Баргузинский район, Балуев Алексей Леонидович и Муйский район, Киргизов Александр Никитич. Вот по этим 4 районам что-то можете отметить? Положительные, может быть, какие-то отрицательные моменты, исполнительская дисциплина со стороны управления сельского хозяйства, отчетность не дают, либо наоборот молодцы, хорошисты, кого-то похвалить, либо на что обратить внимание? По своей части есть? Ну, поэтому по работе с муниципальными образованиями у нас у каждого муниципального образования есть соглашение, которое мы заключаем ежегодно в начале года, и там есть индикаторы по объемам инвестиций в муниципальное образование и инвестиционным площадкам, которые предлагаются районам для того, чтобы включить их в реестр. По объемам инвестиций, но у нас такая ситуация, что район отчитывается по полному кругу, у каждого района разные объемы инвестиций. Здесь 4 района есть претензии, либо пока ничего не скажешь? Хорошо. Вот, и просьба, вот, претензий нет, желаем вам успехов в работе и взаимодействии с Минсельхозом. Просьба по площадкам, пожалуйста, на 17 год, 16 год уже ушел, 17 год обратите внимание, пожалуйста, по предоставлению новых инвестиционных площадок в реестр Республики Бурятия. Вот один из самых крупных, наверное, инвестиционных проектов Республики Бурятия, наша фабрика. Вы как думаете, она будет или нет? Вот сейчас народ... Вы как раз выходили, он нас маленько... Да. Вот народ просто отслеживает всю ситуацию. Сленгинск? Да. Как там? Как вы думаете? Мы уже потратили деньги там, на ПСД, на экспертизы, а все слаживается сейчас к тому, что все, этот инвестор, который был, не получается, там, кредит не дают, якобы условия для него неподходящие. Ну а мы-то уже стартанули. Который по моему городу видишь? Да. Копейку уже вложили. Конечно. Вот вы сами знаете, как непросто, работать. Да. Вот заявку они сейчас новую подали в Сбербанк. Я сказать не могу, что будет. Я могу сказать, что, допустим, по молоку Бурятии, сейчас вот я чем занимался, это кредит в РСХБ. Мы тоже можем, можем думать, не получится, а можем думать, что получится. Но, по крайней мере, мы работаем. Когда я говорил про гарантии для молока Бурятии, я вчера нашел в интернете Уралвагонзавод, который получил гарантию 15 миллиардов рублей при долге 21 миллиард рублей. Он тоже должен 21 миллиард рублей. А потом позвонил в Минпромторг России и спросил, получил ли все-таки Уралвагонзавод гарантию. Сказали, что данная информация, не разглашается и так далее. Вот, а потом в интернете прочитал, что Уралвагонзавод это промышленное большое предприятие, которое объединяет всяких разных производителей, в том числе и вооружения. Поэтому мы говорим про важность Уралвагонзавода, мы говорим про важность молока Бурятии. Ну, естественно, мы как министерство прикладываем все усилия для того, чтобы у нас по Бурятнефтепрому работа продолжалась. Ну и по молоку Бурятии все-таки правительство достаточно большую поддержку оказывает. Он, в свою очередь, имеет задолженность в миллионах рублях перед СПОКами, понимаете, ситуация. Люди этого не понимают. Они же читают, вот очередная поддержка молоко Бурятии. Сдают ему молоко, а он не рассчитывается. До 10 миллионов задолженность была одному сдатчику, да? Вы представляете, в сельском хозяйстве 10 миллионов денег его там год он ими пользуется. Есть решение суда и все, ну а как быть-то? Все вынуждены в Иркутск возить. А там потом так не получится, что те создадут гораздо лучшие условия. И молоко Бурятии, на чем будешь работать? Ну как-то и хотелось, чтобы вы с ним поплотнее работали. Вот ты продукцию взял молоко, дай деньги. Пусть там задержкой, но не месяцами же, не по полгода. А крестьяне-то шумят, а зачем мы сдаем тогда молоко, с нами не рассчитываются? Ну, да, в общем, вопросы, которые мы с вами отрабатываем уже на протяжении с весны, а может быть даже и зимы. Да. Вот,
Да, есть такие моменты, здесь задолженность налогооборотии, так сказать, она, ну, по крайней мере, в данный момент уменьшена. Глава уезжает для встречи с РСКБ. Последний из 2-3 планерков это те темы последние. Ну ладно, спасибо, если нет вопросов, да? Спасибо, Дамдин Батажиглач, за такую емкую информацию. Ну и просьба вот нашим начинающим коллегам тоже, если вдруг обратятся со своими фермерами, со своими проектами, приоритетные как-то внимание уделить. Хорошо? Конечно. Спасибо. Ну, и еще раз прошу прощения за задержку. Готов был еще с вами до 1:30 продолжать работать, но